обращение по поводу жилья когда было? Когда мать заболела открытым туберкулезом. Тогда я к нашим никому не стала идти, все это отправила сразу же в Москву. Ответ был, что у нее есть жилье. Вот это на Трактовом переулке. Но мать у меня была прописана на Трактовом переулке, дом 9. Квартиру я там не помню уже. Да. Дом потом признали аварийным, и, получается, первый этаж уже переселили. А матери выдали вот данное жилье. Получается, на Гагарина 4. Но после того, как я дом увидела, какая комната, я ее сразу же увезла в прокуратуру. Мы там заявление написали о состоянии дома. В чем дело? 30-дневный срок. Она просто хочет, чтобы вот это заявление приняли. Его принять, видите, верно? Все, а почему претензии какие-то? У нас нет претензий, я разговариваю. Ну как? Смысловая нагрузка совсем другая. Для юристов это не совсем другая смысловая нагрузка. Проводится соблюдение требований жилищного законодательства в деятельности администрации района. Вы что, что ли? Хорошо. В частности, именно на этом основании могут и не провести проверку. Ну потому что там не совсем уточнено, по какому поводу обращаются люди. Там более чем уточнено. Заявление писалось под мою диктовку гражданинам. Разрешите? И подробно было все написано. Разрешите посмотреть? Читать. То заявление нет. Не могу разрешить вам его прочитать. Почему? Потому что в соответствии с инструкцией о порядке рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры. А сама я ходила, получается, к Татаринову. Результат, что вплоть она говорит, пусть на улице живет, если ей что-то не нравится. И она сама дала согласие на это жилье. Ну, в сарае 2 дня спала. Он в курсе, в каком состоянии квартира? Но я ему говорила, что тут даже собаки жить не будут. Что невозможно тут жить А он вообще. что говорит? Ну, как бы я сказала, что я буду жаловаться, на что он мне ответил, ради бога, идите и жалуйтесь. А она получила комнату и будет жить в этой комнате. Ничего она больше не получит. Ты, говорит, согласна здесь? А куда мне деваться? В сарае, что ли, спать? Да, я сказала, да. Ваше мнение по поводу этого жилья? В сарае лучше спать. Это я так сказала, просто 2 дня идти некуда. В сарае 2 дня спала. А кто был вот в комиссии, которая приходила сюда? Вот Потумновый был. Ага. То есть он видел все эти условия? Да. Он и ключи мне дал сам. Заходили мы сюда. А в точности можете сказать его слова? Ну, то есть вы же возмутились, наверное, наверняка сказали, что это за халупу дали. Я думаю, навряд ли она на тот момент что-то сделала. Ну, конечно, бешеная. Она делать нечего, жить-то где-то надо. Интересно, свою мать-то он сюда поселил бы? Мне тоже бы интересно было. Но я тогда очень хотела этот вопрос задать, но переволновалась и уже не знала, что говорить. Этот дом, по сути, визинговый дом его называют по визинге. И сюда переселяют всех, кого не лень. Но живут тут, как мне говорили, сюда вмещают вот этих пьющих, ну, всех, кого не... Ну, во-первых, надо знать, что это дом, сельское поселение заселяет одних алкашей. Там комнаты больше половины без окон, без дверей. А вообще была ли когда-то комиссия по признанию по... Да. Так у нас вся визинга 80%. Нет, именно этот дом. Не было комиссии Не у было. нас ни по всей визинге, ни один дом у нас не признан, ни аварийным, ни под переселение. Я вам точно скажу. Дом нормальный, там можно жить. Ну, он износ-то признан. какой, сколько? Чего? Уже он от ветра вот так качается. Он вообще, там идеальный фундамент. Там такие полы шикарные, а у нас есть дома еще хуже в визинге, чем этот дом. Просто там, я открыто вам говорю, что туда заселяют таких плохоньких людей. Поэтому там никто не сидит за домом. Вот так вот. Если правильно и правду говорить. Нет, ну вот эта вот комиссия Ну, признала, печь находится в исправном состоянии. Она вся обрушилась. Ну, она не обрушенная, она получила квартиру Ну, мы сейчас оттуда. Маши, поэтому нельзя так говорить, а потому что я знаю эту ситуацию. Да.